Для нас очень важно сохранить лицо, уровень и не устраивать из нашего Абхазии эконом-класс, говорит нам заместитель министра по туризму Абхазии. И вот опять же, одна из чиновниц, во всеуслышание, слова не подбирая. На что она рассчитывала, что как люди должны это отреагировать, или что она думала, это видео не попадет в интернет, или это никто не снимает? А она и говорит, что ну кто едет к нам сюда, в Абхазию, из России? Нищеброды, низший сорт. 300 рублей у них в кармане, они едут, полные чемоданы дошираков, что вы хотите от них? Чтобы они у вас экскурсии покупали? Чтобы они продукцию нашу покупали? Чтобы они сувениры покупали? Нет, конечно. Они стоят в своих отелях, у них там все включено, сколько им дают, вот они этим и рады, все. Думаю, нифига себе, как высказывается-то, прям словечки не подбирают, жестоко. Думаю, на что ты рассчитывала? Что ты хотела услышать в ответ? Вот после всего этого. Что-то мне припоминается, этой, что ли, весной в Абхазии света не было, и зарплату нечем было платить, кажется, несколько дней. А потом мы, по-моему, все им опять дали. И всем все заплатили, или я что-то ошибаюсь? Я в Абхазии была давным-давно, в 6 классе еще. Ну, а те, кто был недавно, те, кто любит Абхазию, те, кто едут, ну скажите нам, ну что, действительно, там такой уровень, что... Как у вас отношение к этим курортам, к людям? Уж абхазцы такие вроде добродушные, вроде такие гостеприимные, всегда зазывают. А сейчас я смотрю ролики, что очень много пустых мест там, что там нет людей. Это правда? И что такое к нам обращение там? И что действительно, ну что, российский турист, только те, кто не могут себе позволить там Турция, Египет и другие курорты, туда едут. Ну что, действительно, 300 рублей в кармане, ну, дошираки. Скажите мне ваше мнение, ваши воспоминания и ваши впечатления обо всей этой истории.